Северная Осетия готовится к зиме, и что станет со знаменитым кинотеатром «Комсомолец». Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас. В эфире новости на телеканале «Осетия». В студии Елена Черенкова. Здравствуйте. И коротко о главном. Северная Осетия имеет огромный туристический потенциал. К такому выводу пришли представители Ростуризма. Компания обещает помочь республике развивать сразу несколько туристических направлений. Каких? Расскажем. Кинотеатр «Комсомолец» ликвидируют как юридическое лицо. Это единственный способ привлечь покупателей. Как дальше сложится судьба исторического здания в центре города? 95 лет, не теряя своих читателей. Одна из главных республиканских газет «Рожденат» отмечает юбилей. Праздничный вечер состоялся в Остинском театре. В Северной Осетии планируют приступить к реализации федеральной программы развития выездного туризма на 2019-2025 года. Работа планируется сразу по 5 направлениям: поддержка инженерной инфраструктуры, повышение качества обслуживания, продвижение туристического потенциала, поддержка бизнеса и информатизация отрасли. Детали программы сегодня обсудили глава республики Вячеслав Битаров и заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев. Подробности расскажет Генриетта Албегова. Современный дренаж футбольного поля и новые беговые дорожки. Все это на стадионе «Спартак» сделали год назад, и это единственный плюс объекта. Стоит отойти буквально на несколько метров, и в глаза бросается плачевное состояние трибун. Стадион возвели в 1961 году. Последний раз небольшую реконструкцию здесь проводили в 90-х годах. Сегодня на объекте побывал руководитель дирекции программы по развитию физической культуры и спорта Сергей Ващук. Вместе с министром профильного ведомства Хасаном Бароевым и министром строительства и архитектуры Русланбеком Икаевым они осмотрели объект. По словам представителей федерального центра, необходимо подготовить предпроектную документацию с учетом полной реконструкции. Сделать предпроектное решение, посчитать по максимуму. Вот посчитать все работы. Вот все, которые там министр спорта, да, считает нужным, которые вы считаете нужным. Замена трибуны, значит замена трибуны. Технология укрытия дорожек и поля, она существует для сохранения. Вплоть до того, что машины могут по ним ходить. Есть такие материалы. Вот, их стоимость, не знаю, колеблется до 10 миллионов рублей. Когда вы считаете в миллиард, 10 миллионов уже роли не играет никакой. Чтобы сохранить, да? Да, чтобы сохранить, и специальные покрытия, они кладутся, и тяжелая техника выезжает на дорожке, пожалуйста, она ездит. По полю, конечно, нет, ездить нельзя ни в коем случае, никак. Об этом же говорили на совещании с главой республики Вячеславом Битаровым. По его словам, стадион сейчас в плачевном состоянии и необходимо как можно быстрее принимать меры. Также на совещании обсудили туристическую привлекательность региона. Для этого в республику приехали представители Ростуризма. Вячеслав Битаров подчеркнул, что без помощи федерального центра республика не справится. Мы у себя в республике поставили себе задачу максимально эффективно реализовать этот потенциал во благо республики, страны нашей в целом. Но все это требует, конечно же, высокого качества инфраструктурной обеспеченности, сервиса и так далее. Но все это мы можем обеспечить только благодаря помощи федерального центра. К сожалению, свои бюджетные возможности не позволяют нам реализовать все необходимое. И, к сожалению, надо сказать правдиво и честно, что в последние годы из-за неэффективной работы нашего комитета по туризму мы не участвовали в программах, федеральных целевых программах по развитию туризма. И помощь будет. Накануне представители Ростуризма побывали в нескольких ущельях республики. По словам заместителя руководителя федерального ведомства Николая Королева, в Северной Осетии большой туристский потенциал, и не использовать его недопустимо. Но для развития этого направления нужны вложения. И добавил, федеральный центр готов помочь в рамках развития внутреннего и въездного туризма. Причем поддержка будет по 5 направлениям. Первое направление – это поддержка туристской, инженерной инфраструктуры, то есть это капитальное строительство, это подъездные дороги к туристским объектам, энергетика, водоотведение, водоподведение, ну, какие-то еще инженерные решения, газ, возможно. Вот. Вторая задача – это
повышение качества обслуживания, прежде всего повышение или подготовка кадров, необходимых для качественного обслуживания туристов. Третья задача – это продвижение туристского потенциала. Четвертая задача – это меры поддержки бизнеса, это и субсидии для получения кредитов, это и грантовая поддержка общественных и предпринимательских инициатив. Ну и пятая задача, основная задача в рамках решения задач цифровой экономики – это информатизация отрасли, или подготовка к современным условиям. В первую очередь обратят внимание на Горную Дегорию как приоритетный проект. Также не оставят без внимания курортный комплекс «Мамисон». По словам руководителя программы «Туризм» в республике Олега Карсанова, там уже проведен большой объем работы, проект необходимо реализовать. Есть большие планы и на Цей. В последние годы климат меняется, и зачастую излюбленные туристами горные склоны остаются без снега. У Ростуризма есть такая практика, оказывается, в Алтайском крае и в Карачаево-Черкесии. Они финансировали систему искусственного снижения, получили отмашку. Мы приступаем к формированию нашей заявки на 2021 год. Это очень сложная работа, система СИС, так называемая, система искусственного снегообразования. Это достаточно сложная система. Да, надо определиться с источником воды, с ее хранением и тому подобное. Да. Но это даст курорту минимум еще 30-40 дней дополнительного катания. Соответственно, растет его доходность и привлекательность. До 1 декабря республика должна подготовить сводный план, чтобы попасть в федеральную программу. Только тогда можно будет рассчитывать на поддержку из федерального центра. Генриетта Албегова, Александр Каджаев. Новости Осетии. Северная Осетия готовится к зиме. Отопительный сезон начался, готовят и дороги. Для создания благоприятных условий на улицах заготовлено 15 тысяч тонн пескосоляной смеси для дорог и тротуаров. В уборке снега будут задействованы 6 погрузчиков, грейдеров и другой специальной техники. Об этом говорили сегодня на заседании комиссии правительства Северной Осетии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Премьер Теймураз Тускаев отметил, что задача власти максимально обеспечить комфорт и удобство населения республики в холодное время года. На заседании обсудили и уже наступивший отопительный сезон. На подготовку объектов ЖКХ к работе в зимний период в этом году было выделено 268 миллионов рублей. Фактически израсходовано 306. Почти все запланированные мероприятия выполнены. Всем сконцентрироваться и обеспечить полное исполнение нами всех наших обязанностей перед гражданами. И ни на что не ссылаться, ни на какие объективные или субъективные трудности. Ход подготовки к осенне-зимнему периоду выявил определенные недостатки, поэтому уже в ходе прохождения осенне-зимнего периода нужно готовиться к этапу 19-20 года, в том числе и проведение каких организационных управленческих мероприятий. Один из старейших кинотеатров Северной Осетии хотят ликвидировать как юридическое лицо. Здание уже много лет находится в аварийном состоянии, да и долгов на 800 тысяч рублей. Лишить Комсомолец статуса кинотеатра власти считают единственным способом сохранить историческое здание. Новость о ликвидации Комсомольца взбудоражила общественность. Люди думают, что ликвидировать собираются само здание. Тему продолжит мой коллега Николас Джоев. Это основной зал кинотеатра «Комсомолец». Когда-то здесь устраивали показы легендарных фильмов. Кинотеатр собирал аншлаги. Но капитального ремонта за более чем 100 лет эти стены не видели ни разу. Сейчас по стенам течет вода, а потолок вот-вот обрушится. Кинотеатр «Комсомолец» заработал в 1911 году. Его построили французские кинематографисты братья Пате. На сегодняшний день это один из старейших кинотеатров России. Директор Алан Тебиев объясняет, почему кинотеатр оказался в таком плачевном состоянии. Основной причиной считает нехватка средств. И даже вот в тяжелые времена, такие вот, всегда здесь были зрители. Но сейчас он разрушается. Сейчас его надо ремонтировать. Если здесь действительно произойдет ремонт, проведут ремонт, вернее сказать, то кинотеатр, как кинотеатр, будет действовать. Я в этом уверен. Уже несколько дней журналист Анна Кабисова выходит на одиночный пикет. Она отмечает, Комсомолец терять нельзя. Это уникальная площадка, на которой можно вести просветительскую деятельность и показывать доброе кино, считает Анна. То есть у нас таких сокровищ, как этот кинотеатр, осталось совсем мало. В центре города нет кинотеатра. А если кинотеатр «Комсомолец» сохранится, и здесь будет программа,
которая будет сформирована неравнодушными людьми из сферы кинематографа. И у людей будет просто возможность альтернативы. Они будут ходить и смотреть кино, воспитывать своих детей и просто выходить со светлым чувством, а не со съеденным попкорном. Мнение Анны Кабисовой разделяют и жители Владикавказа. По словам горожан, здание кинотеатра формирует исторический облик города. Многие помнят и многочисленные кинопоказы, которые проводились до недавнего времени. Я смотрел здесь многие фильмы, но, наверное, в большей степени для меня это значит частица этого города. Конечно, его надо сохранять. Не знаю, как он будет называться. Братья Пате или Комсомолец. Ну, навряд ли ни то, ни другое, но название не так важно. Главное, чтобы у него сохранилась функция именно кинотеатра. Вот это будет важно. Разговоры о приватизации кинотеатра идут давно. Держать его на государственном балансе невыгодно, объясняет министр земельных и имущественных отношений Руслан Тидеев. С целью приватизации государственное унитарное предприятие «Комсомольц» в 2012 году было преобразовано в акционерное общество и 5 лет подряд выставлялся на торги. Но желающих купить здание в центре города так и не нашлось. «Комсомолец» мы примем в казну, объект республиканской собственности, никому он не принадлежит, кроме государства. Я не исключаю, прямо говорю, что если не будет потенциальных людей, которые сегодня хотят вложить вот в этот объект и его восстановить, как многие хотят, как кинотеатр «Комсомолец», если не будет людей, которые сегодня заинтересуются его восстановить, а здесь вы видите, что немалые суммы нужно, то мы его будем выставлять через прогнозный план приватизации, естественно, опять же, как не юридическое лицо уже, а как объект недвижимости. Да, сегодня здесь есть охранное обязательство, его не просто так взять, построить, что хочешь. Здесь таких возможностей ни у кого не будет. Это объект культнаследия федерального значения. Как сложится судьба «Комсомольца», пока неизвестно. Для того, чтобы восстановить здание и сохранить кинотеатр, необходимы десятки миллионов рублей. Все будет зависеть от будущих владельцев, но однозначно исторический облик здания будет сохранен. Николай Джуев, Алан Сонов, Новости Осетии. Почти месяц назад на пожилого мужчину в селении Октябрьское напали собаки, причем около его собственного дома. 86-летнего Владимира Буцоева буквально разорвали на части. После большой потери крови мужчину чудом удалось спасти. Сейчас Владимир Буцоев уже пошел на поправку. Как себя чувствует пострадавший, о том, ждет ли наказания хозяина собак, в материале Хета Гаплиева. Вечер 24 сентября 86-летний Владимир Буцоев запомнит надолго. Он, как обычно, прогуливался около дома. Неожиданно на него напали собаки соседа. Животные разгрызли грудную клетку, повредили левое легкое, сломали ребра. К тому же мужчина получил раны черепа. Пострадало буквально все, с ног до головы. Помощь оказали соседи. Я бегу тоже, я говорю, знать, кого загрызли. Вот. Бегу, но я вторую собаку не застала. Я видела только одну собаку. Вот. Я подбегаю, нагинаюсь к нему, а у него вот это, вся кожа с головы снята, вот так, она прям вот так на этом. Вот еле-еле вот так держалась. Весь в крови, я не могу узнать, кто он такой. Я нагинаюсь, чида, а он меня малын гады малатай, малын гады куйтама бахортуй, самый тарштану има байефта. За жизнь Владимира Буцоева в ЦКБ боролись несколько бригад врачей. Дочь Ирина говорит, что чуда уже не ждали. Как говорится, в таком состоянии только молишь Всевышнего, чтобы он помог ему. То есть это очень было, конечно, сложно. Я всех благодарю, всех молодцы, начиная от нашей скорой помощи, заканчивая тех, кто вызвал ее. Здесь вот Алан Качмазов, который вообще от него не отходит. Все буквально персонал и реанимация. Просто большое им человеческое спасибо. Сейчас Владимир Буцоев уже чувствует себя лучше, но с ужасом вспоминает тот день. Правда, на соседа зла не держит и даже не хочет, чтобы его наказывали. Чтобы это хозяин жил, чтобы это дети воспитали 5 мальчиков. А как воспитать? Собаками я не знаю. Ну, если ты что-то держишь, то должна быть наблюдение за ними. И тем более, как это. Чтобы не было.
Если выпустят, смотрю за ними. Дежурный хирург Алан Качмазов говорит, что впервые видит, чтобы собаки такое сделали с человеком. Хирурги учитывали все, ведь пациент уже в возрасте, и малейшая ошибка обошлась бы дорого, ценой в человеческую жизнь. Моя практика не маленькая, так если сказать. Единственное, что могу пояснить, ну так, чтобы это уже было понятно, были в различные времена у нас множественные огнестрельные ранения. Ну, когда люди получали травмы грудной клетки, пулеметные, автоматные раны и так далее и тому подобное. Вот они несколько сходны или схожи с такой ситуацией. Этот случай расследуют сотрудники МВД Северной Осетии в пригородном районе. Состояние пострадавшего не позволяет провести экспертизу. От ее результатов зависит, будет ли возбуждено уголовное дело по отношению к владельцу собак или будет применено административное наказание. 24 сентября в отдел полиции поступило сообщение из больницы, из КБСП, о доставлении туда гражданина Буцуева, пострадавшего от укуса собак. В настоящее время по данному материалу проводится доследственная проверка, назначен ряд экспертиз. По итогу доследственной проверки будет принято процессуальное решение. В случае возбуждения уголовного дела наказание ждет по статье 118 Уголовного кодекса России «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Во многих странах содержание собак бойцовских пород фактически приравнено к владению оружием, ограничено или полностью запрещено. В России ужесточение правил для владельцев домашних животных пока лишь обсуждаются. И это при том, что после нападения агрессивных собак десятки людей остаются инвалидами или, что еще хуже, погибают. Хетек Плиев, Игорь Войцеховский, Аслан Тебиев, Ибрагим Чочиев. Новости Осетии. Сегодня Осетия простилась с Римой Кумаевой. Ее не стало в понедельник на 89-м году жизни. Рима Заурбековна много лет заведовала кафедрой культуры речи, языка и массовых коммуникаций СОГУ. Рима Кумаева написала множество научных работ и монографий. Награждена различными медалями. Она лауреат государственной премии Костахи Тагурова и заслуженный деятель культуры Северной Осетии. Коллеги, да и все, кто знал Риму Кумаеву, единодушны во мнении. Ушла легенда. Коллеги, так Рима Заурбековна Кумаева сама называла всех, с кем ей приходилось работать, кого приходилось учить, невзирая на возраст и регалии. Понять, кого потеряла Осетия, могут только те, кто хоть раз соприкасался с ней. Ясность ума, глубочайшие научные познания, искрометный, тонкий и глубоко уважительный юмор. Человек, который любил жить и знал, как надо жить. Я вспоминаю, как мы собирались и у нас дома. И какие это бывали застолья веселые, и как ты с открытым ртом слушал этих людей. И сейчас это действительно легенды. Это действительно легенды, и только сейчас ты понимаешь, как ты много не успел спросить. И теперь ты это уже никогда не спросишь. Только сожалеем еще об этом. Ее боялись, и были причины. Уважали, причин было в разы больше. Ее мнение порой было решающим. К ней прислушивались не только на факультете. Обладая прекрасным ораторским талантом, будучи виртуозным мастером слова, Рима Кумаева моментально овладевала аудиторией. Она планка, к которой хотя бы приблизиться старались все. Она меня спросила: а ты меня не боишься? Я говорю: нет, Рима Заурбековна, я вас не боюсь. Надо же, какой ты храбрый. Мне довелось так мало с ней пообщаться. Я думал, что она мне поможет, по ее словам, заполнить эту интеллектуальную пустоту, которая сейчас, наверное, есть в каждом молодом человеке в нашем мире. Получить признание Кумаевой – это все равно, что превзойти себя. Рима Заурбековна одним взглядом могла определить, на кого можно делать ставку. Умела быть ориентиром, умела быть рядом. Она умела убеждать, она умела вдохновлять. Она умела очень много, она умела быть настоящим учителем, наставником и в то же время другом. Мы ощущали, что рядом с нами всегда есть человек, который горой будет стоять за нас. Вы можете пока что полагать. Думать вы научитесь тогда, когда получите дипломы. Эту ее фразу помнят все первокурсники. Слова Римы Заурбековны уходили, как говорится, в народ. Все ждали, когда она строго войдет в аудиторию и начнет делать то, что у нее получалось лучше всего – учить. Так бывает, когда человек искренне влюблен в свою профессию.
Даже финал ее жизни, видите, он сложился совершенно нетрадиционно, что ли. Она должна была быть в четверг на работе, но, наверное, вот так вот она решила, чтобы... Извините. Мы все считали для себя как бы вот таким обязательным, где бы мы ни были, откуда бы мы ни приезжали, привозить ей в дар колокольчик. И она всегда так радовалась искренне вот каждому новому сувениру. И вот в эти дни колокол звонит по ней. Юрий Кулов, Марат Гугаев, Сабина Гатагова. Новости Осетии. Газете «Рожденат» в этом году исполняется 95 лет. Сегодня в Остинском театре торжественный вечер в честь юбилейной даты. Сотрудников издания поздравил глава республики Вячеслав Битаров. Он поздравил всех за работу. Кроме того, лучших работников редакции отметили почетными грамотами. Среди них Марина Битарова, Земфира Бзыкова, Эльза Бутаева, Залина Дидикаева и другие. Высшей наградой, медалью во славу Осетии, наградили специального корреспондента газеты «Рожденат» Бориса Касаева. Для гостей подготовили и праздничный концерт. Напомним, газета «Рожденат» вышла в свет 14 марта 1923 года. Конечно, юбилей был немножко раньше, но решили отпраздновать осенью, что мы сегодня и делаем. Поэтому хочу, во-первых, поблагодарить старшее поколение, благодаря кому газета стала народной, востребованной, и пожелать молодому поколению, те, которые сейчас работают над выпуском газет, над формированием газеты, чтобы продолжали совершенствовать свое мастерство. К этому часу это вся информация. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.